Федеральный центр задолжал Коми-Авиатрансу более 160 миллионов рублей за работу по тушению лесных пожаров. В прошлые годы эти средства приходили сразу, но сейчас деньги придется ждать до осени, а то и того дольше. Предприятие, которому еще год назад грозило банкротство, сегодня встало на ноги, но напасти продолжаются. Как живет Коми-Авиатранс в условиях санкций, расскажет Евгений Стокос. Коми-Авиатранс ежедневно выделяет по 2-3 вертолета для тушения бушующих лесных пожаров по договору с лесопожарным центром Коми. Если раньше перевозчик сам был в долгах, то теперь должны ему более 160 миллионов. Здесь понимают, тушить нужно, поэтому свои обязательства будут выполнять исправно. К сожалению, пока мы работаем, можно сказать, в долг, поскольку те федеральные средства, которые должны пойти на оплату работ, пока до нас не дошли. Правительство Республики Коми проводит работу, чтобы задолженность была погашена в более краткие сроки. И надеюсь, что, возможно, в сентябре месяце эти деньги мы уже увидим. Правительство для республиканского перевозчика как ангел-хранитель. В декабре прошлого года Коми-Авиатрансу из бюджета выделили 1 миллиард 800 миллионов рублей на оздоровление предприятия. Это позволило погасить платежи по налогам и, главное, стабильно платить зарплату сотрудникам. Но вот незадача, в специалистах есть дефицит. Нам не хватает специалистов технических служб именно по ремонту воздушных судов. Это инженерный состав. Нам бы хотелось отметить, что не хватает нам еще, наверное, работников аэропорта, тоже связаны непосредственно со спецификой нашей деятельности, таких как инженеры аэропортовой деятельности. У нас в учебных заведениях обучаются специалисты, которые после окончания должны прибыть к нам. Авиация в стране страдает от санкций сильнее всего, и наш авиаперевозчик тоже это почувствовал. Из-за снижения количества рейсов авиакомпаний в аэропорты, отмены большинства южных и всех международных перелетов, пассажиропоток у Коми-Авиатранса упал на 10% за полгода и на 20% по году за июль. Но самый большой отпечаток санкции накладывают на эксплуатацию самолетов, например, чешских Л-410. Мы планировали в этом году восстановить в летную годность привести все 4 воздушных судна имеющихся, но на настоящий момент это невозможно из-за введенных санкций. Зарубежные партнеры с нами не работают, и поэтому возникают проблемы как с продлением летной годности воздушных судов, с ремонтом воздушных судов, с получением запчастей и так далее, и так далее. Перевозчик ждет импортозамещения, но оно пока не близко. Тем не менее, опускать руки здесь не привыкли. Коми-Авиатранс планирует приводить в летную годность и расширять парк вертолетов. Сейчас рабочих вертушек 10, а к концу года летать хотят на 15. Один новый вертолет должен прибыть уже в октябре. Рейсы отменять тоже не планируют, чтобы пассажиропоток не иссякал. Так что, как гласит надпись на столичном аэропорту, Виджакором. Евгений Стокос, Олег Юшков, Юрган.